Ендір мадын кедудікче біле ода, аруын қойырдікче кичален екіл жанайын. Аруын қойыр, ендір өдірлі хамдан аруын қойыр кичали олық. 12 уроку. Әне қарғылттан доладыкче, бол нәмдікче кичалин зокалмудыға қаляқым. Хамген түрінде халмы келіна кейс көр. Соединительный падеж гижена халмгар олқыла әнне ямаран яғжы келихым соединительный падеж неиллікче кейс көр. То, что вы в школе никогда не понимали, там, когда падежи, помните, сам такой был, написано название, потом идут НК, ГК, ГХ, ЗХ, и не поймешь, что это такое, да? Хотя, если правильно вы бы вникли в суть этих наименований, может быть, вам и было бы и легче. Например, соединительный падеж. Нилюлюкче кискур. Ямаран сурурте харёгне. На какой вопрос отвечает? Кенля юн ла. Кенля юн ла. И имеет значение совместность действия. Кövünля начанав. Играю, да? И второе значение у этого окончания «ладля» используется часто в конструкциях, ну, когда сравниваются, да? И обязательно после слова с окончанием «ла-ля» нужно произносить после лог, или же идет следом слово «эдль». Да? «Мергінля әділ өндір», да? Эне күйкінлі әділ там сәхін, күйкін уған, ну, например, да? Или же чини дектірлі әділі дектір, например, Ольджа Аухар Седжанев, да? Хочу найти такой же учебник, как у тебя. Әділ. Сравнивается когда. Так, и основное значение, еще раз повторим, совместность действия. Санджи мергінля, можно здесь добавить хамдан, если двое, да? Хамдан, мергінля хамдан, или же мергінля хойрулын, что там? Маңдур балықсы ор хэ. Мергінля маңдур балықсы ор хэ. Ну, это мы сейчас по ходу дела, как упражнение будем выполнять. Второе здесь правило идет. Форм будущего времени. Мы добрались до глагола в будущем времени. Имеет суффикс, как мы уже давным-давно говорили, суффикс хэ. Ирхэ, цак, например. Будущее время, да? Маңдур ирхэ. Ну, обычно здесь уже понятно, что будущее время, потому что есть показатель будущего слова маңдур, да? Вот. Нөкәдіртән ирхэ. Мне еще нужно не забывать, что у нас есть еще такая форма. Нөкәдіртән ирнев. Это тоже вроде бы как будущее время, но передается с помощью суффикса настоящего времени. Но так как есть слово нөкәдір, да? Поэтому мы знаем, что это в будущем будет. Нөкәдір. Вот. Сарандин. Ну, здесь написано, я думаю, что, может быть, вы разобрались, форма будущего времени совпадает с формой причастия будущего времени, отвечающей на вопрос «ямаран». То есть я здесь просто объясню. Если глагол с суффиксом «хэ» находится не в конце предложения, ну, слово вернее, а после этого слова еще есть какое-то слово, то это уже будет не глагол в будущем времени, а всего лишь навсего причастие будущего времени. Но это разные вещи. Например, вот вам два предложения. Одинаковые, да, вот слова. В этом случае вот глагол в будущем времени. Вот это будущее время. А это уже не глагол, это причастие будущего времени. Немножко значение другое. Хэт өрінден кері гарха. Это будущее время. Овцы утром выйдут в степь. А здесь как переведем? Хэт кері гарха цак. Время, как его? Выпаса овец, да? Время. Это уже, как говорится, здесь безглагольные предложения вообще. Вообще вот такого рода конструкций в калмыцком языке очень много. Причастие плюс вот сюда глагол, деепричастие плюс глагол. Они у нас, по-моему, более подробно рассматриваются в 9-10 уроке. Там уже начинается соединительное деепричастие, например, гарче ирыв. Ой, ордже ирыв. Я уже вам примеры такие приводил, да? Ордже ирыв. То есть два действия одновременно совершаются.
Соединительное деепричастие называется. А если, например, орат, цаган угат, хоуцан тәлят, орындан оруф. Да? Это тоже деепричастие, орат, угат, там, тәлят и так далее. Да? Это действия совершаются друг за другом, следом. Да? Это уже разделительное деепричастие называется. Значит, еще один момент, касаемый вот именно глагола будущего времени. Это третье правило. Как образовываются вопросы вот именно вот с такими словами? Нашли правило, да? Правило гласит так. Глагол, в общем вопросе глагол будущего времени во втором лице требует частицу только в. Вот она. Чимангдур эльсте ирхывч, а не ирхичи. Хотя, знаете, почему так, наверное, получается? Потому что в разговорной речи и так можно произносить. Так же. И не можно, а сплошь и рядом мы так говорим. Мангдур эльсте ирхичи. Так же. Хотя грамматически правильно будет ирхывчи. Мангдур эльсте ирхывч. Теперь и частица присоединяется в третьем лице глагола. Он меня узнает. Переведите. Он меня узнает или нет? Эны намагэ таньхие. Дальше, четвертое правило, я думаю, что правильно. Модальность. Вчера мы разбирались с этим, да? Когда я комментировал слова новые. Зевтав, керкта, йоста, саната, в. Вот это слово санатав, я хочу обратить ваше внимание на это слово. Если вы хотите перевести фразу «я хочу что-то сделать», «я хочу» именно со словом «хочу», вот эта фраза на калмыцкий язык в основном, в большинстве переводится с помощью слова «санатав». Вот. Санатав. Я хочу завтра поехать, я уже вчера пример такой приводил, в Москву, я уже сегодня в Москву хочу поехать. Вчера Цаганаман хотел, сегодня в Москву. Натигат бимангдур Москва балса орхы санатав. Да? Вот. Я завтра хочу пойти в музей. Бимангдур музейде отхе санатав. Дальше идем. Повелительное наклонение. По-моему, с этим мы уже, кажется, встречались, да? Один раз я говорил. В повелительном наклонении глагол. Например, если вы, ситуация такая, в школьный учитель вы, и ученику своему вы хотите сказать, прочитай этот текст. Как вы скажете? Мне только глагол интересует. Умше. Так? А если к уважаемому человеку вы обращаетесь? На вы. Умше. Тын, да? Если вы заставляете своего ребенка поесть кашу. Иде. А если вы кого-то просите? Идтын, да? Это несколько... Тын – это обращение ко второму лицу, получается. Так же? Или же к группе лиц. Йовтын. Йовы царан. Или же йовтын царан, да? Это к нескольким, а это к одному. Так, и теперь еще один момент такой. Есть, по-моему, на первом занятии я вам говорил. Специальные суффиксы вежливости. Если вы хотите, чересчур вежливо там попросить, да, что-то сделать, да? Например, как там, чай попить, выпить, или же амстын, да, или же как, выпить, попробуйте чаю нашего, да, гостям, например, да? Как вы скажете? Ухынтын, да? Ухынтын. Может быть, прочитайте, вот, например, какого-то вы уважаемого человека, там, учителя просите, прочитайте-ка еще раз, вы просите его. Умшхынтын. Или же этого артиста какого-то вы просите еще раз спеть песню. Не просто дултын будет, а вы его просите же спеть песню. Просьба это. Как вы оформите эту просьбу? Дулхынтын. Это вот именно хэне, это частица вежливой просьбы. Ну-ка давайте, меня интересует перевод с русского на калмыцкий. 17-й, да? У меня есть хороший друг, есть такой? Ну-ка давайте. У меня есть хороший друг Ачир. Нанде? Сен?
Нәжі. Очыр. Бәне. У всех так? Би, очыр гидік, сән, нәж, тә, в. И тоже вариант, тоже правильно. Би, очыр гидігі, сән, нәж, не гидік, а нерте. Би, очыр, нерте, сән, нәж, тәв. Так? Недавно он в библиотеке познакомился с красивой девушкой. Ну, это как раз нам как раз адресовано. Недавно он в библиотеке познакомился с красивой девушкой. Одахын или шидыр еще можно. Шидыр тоже недавно переводится. Пусть будет одахын. Одахын, эне, дектрин сангде в библиотеке. Сәхін, күкінлә, танилдже. Танилдже. Ну, скорее всего, дже будет суффикс, да? Ну, наверное, оказывается. Он же раньше не знал, он там рядом не стоял, наверное. Так же? Танилдже. Недавно он в библиотеке познакомился с красивой девушкой. Ее зовут Занда. Энуненерин Занда. Занда. Она учится на художника. Эне Зурачин Сургульде Сурна. У Занды какие? Короткие волнистые волосы и большие черные глаза. А? Будем переводить с помощью окончания та. Занда Атхыр. Как будет? Занда короткий, ахыр, атхыр, волнистый, атхыр, үсте. Ну, без болн можно, просто. Ике, хар, нютте. Что там дальше? Она как ячир высокого роста. О. Нет, она как ячир, этот урок. Эне очырла әділ. Эне очырла әділ. Өндір нург та. Тоже высокого роста. Сегодня они уже идут вместе в кино. Короче говоря. Эндір, эдін, хамдан, киноде, отхе. Идут они, еще не пошли же. Будущее время, они только пойдут вечером, скорее всего. Эдін, эндір, хамдан, киноде, отды, х. Так, ну давайте продолжаем. Время у нас есть немножко. Я предлагаю 19 упражнение. Есть у вас 19 упражнений? Я буду говорить, вы мне будете переводить. Сочетание. Жить в городе. Жить в городе. Балхсынде бе х. Живет в городе. Балхсынде бе не. Я живу в городе. Би балхсынде бе нев. Ты живешь в городе? Чи балхсынде бен че. В каком городе ты живешь? Чи ямаран балхсынде бе не че. Кормить скот. Малоуслыха – это поить скот. Малды хотекхе, скорее всего. Да? Асырхе – это тоже можно, но асырхе – это больше как растить скот. Да? Асырхе. Жить в новом доме. В своем доме? В своем? Ну, пускай будет жить в своем доме. Евре гертен бе-хе. Почему в своем? Я думаю, давайте жить в новом доме. В новом доме. Шине герте бе-хе. Так, ходить в гости. Гичте от-хе. Ходить в гости. Гичте от-хе. Гичте йоухе можно. Тоже йоухе. Тохе угощать. Тохе. А чем мы угощаем? Ну, чаем давайте.
Угощать чаем. Цәғір то-хы. Так. Ага. Любить бабушку. Эджен или эджден дур та. Или, например, как еще по-другому-то? Ну-ка вариант. А? Эджден дуран экхэ. Эджен дурл хэ. Типа того, да? Вот, например, познакомиться с девушкой, еще понятно. Ну-ка. Күйкінлі танилды хэ. Күйкінлі танилды хэ. Быть радостным. Байырта бол хэ, да? Байырта бяхэ. Байырта бяхэ. Пить чай. Вот здесь есть пить чай. Цяухэ. Так, стать животноводом. Молче. Боль девочка. Не стал животноводом. Стал животноводом, да, молче, боль девочка. А стать животноводом. Молче, бол хэ. Боль девочка. Ну, в принципе, правильно. Стать учителем. Бакше бол хэ. Бакше бол хэ. Получать приплод. Приплод это төле. Это как раз по нашей теме. Сейчас начинается окотная кампания весной. А? Төле авхэ. Получать приплод. Төле авхэ. Төле это приплод. Ягнята, телята, жеребята и так далее. Төле авхэ. Ждать гостей. Гиче кюля хэ. Гиче кюля. Намерен уехать? Йовхэ сана та. Он намерен уехать. Седна говорят, да, седна говорят. Ну, часто вот это слово седна, это просто седна, это седжана, это буквальный перевод, ну, перевод слова хочет, хочу. Ну, нужно это отдельно, наверное, скорее всего, этому посвятить, отдельно объяснять, что не всегда и в большинстве случаев вот это слово седна не используется. Когда мы с русского на калмыцкий переводим фразу, например, да, какой там, хочу уехать, какой-то, намерен или хочу завтра уехать, да, маңдур йоуха седженев, так тоже, это не по-калмыцки сказано. Маңдур йоуха санатав, очень часто вместо вот этого седна, не очень часто, а вообще, вместо этого слова седна используется слово санатав. А хочу, это седна, это буквально просто перевод с русского на калмыцкий. Вот. Не очень употребительное слово седна. Так, дальше. Знать калмыцкий язык. Хальмык, там не надо келян говорить. Если было бы знать свой калмыцкий язык, тогда келян было бы. А здесь просто знать калмыцкий язык, знать английский язык. Хальмык келе мед хэ. Ю мед хэ, винительный падеж. Ю. Хальмык келе мед хэ. Иностранный язык знать. Иностранный. Талын келе мед хэ. Должна отелиться геджене. Есть такой выражение? Никакой яхджанты. Тугылхы зөвті. Тугылхы зөвті. Отелиться должна. Так, стать пастухом. Скорее всего, үкірче болхы. Үкірче – это пастух. Ну, вообще, в принципе, разницы там особо нет. Хэче – это животновод. Узнать человека, гиджана, яглава. В каком смысле узнать человека? Вот шел по улице и узнал, да, его? Так, что ли? Таньхэ, если вот узнать его. Раньше, если знал, там, таньхэ, да? А если так, знать человека, метхэ, кюметхэ. А познакомиться, танилтхэ. Давайте так, у нас немножко времени есть. На 8-й урок, пожалуйста, быстренько перейдем. Хот-холл, да? Ну, эту вывеску часто мы видим над продуктовым магазином. Хот-холл. Продукты. Хот-холл написано. Эдмик? Эдмик есін хлеб. Олын зюсін. Олын зюсін разный. Так,
Там здесь где-то должно быть еще одно слово зюс. Ну ладно, это... А вот, зю. Зю разновидность, да? Там у нас встретится үсне зюйта хоте. Үсне зюйта хоте. Молочные продукты. Разновидность молочных продуктов. Махна зюйта хоте. Мясные продукты. Амтахын. Вкусно. Еще некоторые, многие говорят, амтяхын говорят, так? Амтяхын говорят. Ну, это кто как привык. Амтяхын. Вкусный, сладкий, оказывается. Өрім, сметана. Тосын, масло. Тосын, мосын. Мосын тоже масло. Так, тосын. Так, чиган гисін кумыс. Едік жана. Вот это слово 9 мы с самого начала на первом уроке еще знаем. Каха. Шоун, птица. Така, курица. Я думаю, эти слова вы все знаете, так же? Юнта. Юнта в смысле цена. Юнта, дорогой. Юнта. А оказывается слово юне, цена. А если 2 «н», то это будет правда. Юн. Так. Өрке. Мини-өрке. Мини-өрке, находящийся рядом со мной. Кимде, дешевое. Ну-ка, еще одно слово дешевый. Кимде и кильвыр. Кильвыр это тоже дешевый. Арслынг, понятно, рубль. Кюрхе, достигать, доходить, доезжать. Кюрхе. Хулде, покупка. Хулде кехе, делать покупки. Хулде кехе. Делать, да, готовить. Кехе, готовить, делать. Кехе. Кеджана, делает. Эмтн, люди. Вообще здесь, конечно, можно было добавить через точку запятой. Эмтн это не только люди. Эмтн это все живые существа. От слова эмин. Эмин это жизнь. А эмтн это все живые существа. Халунгисн, во-первых, как прилагательное горячий, а здесь как существительное жара, зной. Так, дакдже, снова опять дакче. Дакнасе еще говорят. Дакнасе, если говорить дакче. Наран, сюда, туда, царан, наран, царан. Наран, царан. Так, шөлін, бульон, шөлін. Шөлін, ну, шөлін мы и так без перевода знаем, что такое шөлін, так же? Шөлін, бульон. Шимта сочный. Чанхе варить. Еще как? Варить чай. Давайте переведем эти сочетания. Чай варить. Ця чанхе. Еще. Ця нерхе. Нерхе. Еще. Ця болг. Болгхе. Болгхе. Так. Ургмыл. Растение ургмыл. Сеныр. Интересный, необычный. Но обычно это слово сеныр используется в сочетании часто хоте. Сеныр хоте говорят. Когда вот это одно и то же надоедает, там каждый день черная икра, там красный надоедает, все, и говорит, сеныр хотит хмбяджи. Говорит, хочется чего-нибудь необычного. Вот сеныр хоте. Так, сеныр хоте, сеныр. Ногамыл салат. Ногамыл. Ну, я не знаю, вот этот мясной салат, это будет ногамыл, нет? Сельдь под шубой, это будет ногамыл? Ногамыл. Ну, это, наверное, зеленый салат, состоящий из этих, из овощей, там, да, ногамыл. Так, амсхе, пробовать, амсхе. Темсин овощи, да? Еще есть выражение, да, парное слово, таре темсин. Обычно со школы мы привыкли, таре темсин. Овощи. Так, боднцик. Все знают, что такое боднцик. Картофель. Хаяргисин, огурец. Тенгрин-ки. Грибы. Тенгргисин, небо. Кигисин. Кигисин, дыхание. Дыхание. Кильхе – это дышать, гисин, да? Ну, получилось такое сочетание, в итоге грибы, оказывается. Тасхе нравится. Тасчана. Нравится, да? Эне
Тасыгдна нравится, да? Ага. Дакад. Опять снова еще. Дакад. Дакад не дакче говорят, да? Еще раз. Еще один раз. Зерземши фрукты. Правильно говорю? Нет. Зерземш. Зерземши, зерземш. Ну, в принципе, наверное, и так можно. Шуисн – это сок. Но не путайте, там один звук перепутайте, совсем другое значение получится. Так? Китн – это китн – это холодный, или холод, или мороз. Кедмен – груша. Есть еще слово? Есть кедмен. Кедмен – груша, альмун – яблоко. Юслихе – забеливать молоком. Только такое значение, больше никак. Юслихе – ця юслихе. Варить чай, там, когда молоко наливать себе. Тослыхе – то же самое, класть масло в чай. Тослыхе, оказывается, еще мазать маслом тослыхе, да? Тосымазлыхе, да? Шингин – жидкий. Шингин – хоте. Жидкая пища. Ухр – ложка. Серя – вилка. Эткин – густой. Итхе – есть. Я, по-моему, правильно все произношу, да? Гидже – что, чтобы. Чатхе – мочь, уметь. Давсын – соль. Шикр – сахар. Ну, это, я так понимаю, тема была хот-хол, что ли? Игада өндір баснеге кичайлен төксе жанавид мадын. Геринда алғыра мартхым бише. У вас получается на эту неделю очень много заданий. 7-й, 8-й урок. Пожалуйста, особое внимание обратить, естественно, перевод с русского на калмыцкий язык. Ну и вообще на все упражнения тоже. Дарук долан хоныкте, эне нәмдікче кичайлин зокалмодыгы сарандин нег-негінден сәліхкімін. Сәменде байырта қарғыжай.